Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». В вашингтонской студии Александр Панов. Главное в сегодняшнем выпуске – минута немолчания. В России прошла акция памяти Бориса Немцова. В форме и без оружия власти Мариуполя тренируют дружины самообороны. Свободный театр в подполье, актеры в Минске, режиссеры в Лондоне. Начинаем с новостей из Праги. В фокусе Украина. Шахида, вам слово. Спасибо, Саша. События дня в настоящем времени. В пражской студии с вами Шахида Якуб. Здравствуйте. МВД Украины сообщает, что за последний год количество нелегального огнестрельного оружия в стране выросло в 4 раза. Как говорят оперативники, оружие в основном доставляется из Донецкой и Луганской областей. Как следствие, с этого момента с начала боевых действий год назад увеличилось количество уголовных преступлений с применением оружия. Юлия Дрозд подробнее. Милиционеры заявляют, что абсолютное большинство нераскрытых преступлений совершаются с применением нелегальных средств, в том числе военного нарезного оружия. Его нелегальный оборот значительно возрос с началом конфликта на востоке Украины. Опять же, я не согласен с заявлением президента, что якобы с зоны АТО вывезено 2000 единиц сброи, оружие, там 1000 уже возвращено. Неправда. По заявлению того же Порубия, в день из зоны АТО вывозится до 1000 единиц оружия. В Министерстве внутренних дел заявляют, что всячески стараются пресекать поток стволов. Проводятся проверки на блокпостах вблизи зоны АТО, выявляются подозрительные личности на общественных территориях, на вокзалах осматривают багаж людей, прибывающих из Луганской и Донецкой областей и оккупированного Крыма. Значительный оборот оружия создает множество проблем. Зафиксирован ряд случаев применения автоматического оружия на общественной территории лицами в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Происхождение и легальность этого оружия неизвестны. Естественно, это кому-то выгодно. Это по чьим-то началам везется. Это кем-то крышуется. Невозможно бус оружия довести просто так до Киева. Нужно задать вопрос, кто стоит на блокпостах, кто контролирует это. И я уверен, что это силовики. Юристы отмечают, что применение оружия должно быть регламентировано законом. Вопрос второй. В принципе, закон должен быть принят. Достаточно важная, на мой взгляд, идея – это закон об оружии принимать в пакете с законом о, будем это называть, резервной армии или вооруженных силах территориальной обороны. Сейчас такие документы дорабатываются группой депутатов для принятия закона во втором чтении. Юлия Дрозд, «Настоящее время». В Мариуполе, в самом крупном городе на линии фронта, городские власти формируют добровольческие дружины для обеспечения безопасности. Дружинников обучают рукопашному бою и обезвреживанию преступников без оружия. На одной такой тренировке побывал наш корреспондент Арнольд Серко. Дружинникам, что патрулируют улицы Мариуполя, оружие не полагается. Они должны уметь голыми руками обезвредить правонарушителя. Инструкторы рукопашного боя учат народных дружинников побеждать в неравном бою. Занимаются в городском училище милиции. Если не учить, понимать, не будет человека запаса прочности потом в патруле, потому что человек не будет уверен в себе. То же самое с оружием. С него можно отстрелять, но можно его не применять. Но человек знает приемы с оружием. На татами все равны. И координатору муниципальной дружины от горсовета Мариуполя Андрею Федаю в схватке достается не меньше других. Вот на нем отрабатывает прием защиты от ножа моряк-подводник Игорь Казначеев. Наши ребята будут защищать и себя, и свой город, и близких, скажем так, до последней капли крови. После рукопашного боя подробный инструктаж, ориентировки на преступников в розыске и даже немного народной мудрости. Никогда не бросай товарища, не дай страху победить себя и не жди смерти как избавление. Вместе с милицией муниципальные дружинники будут следить за порядком на празднике в торгово-развлекательном комплексе. Так как сегодня у нас массовое скопление граждан, здесь много собралось у нас народу. Поэтому сейчас расставим, дадим задачи, чтобы у нас не было провокаций каких-то. После того, как в муниципальную дружину вольется несколько уже действующих общественных формирований, в ее рядах может оказаться до 7000 человек без оружия, но с желанием защищать безопасность своих сограждан. Аскольд Серко, «Настоящее время», из Мариуполя. Отправка российских гуманитарных конвоев в Донецк подтолкнула чешского миллионера Квидо Штепаника заняться тем же. Но отправлять помощь он решил разрушенным украинским деревням. Теплую одежду, продовольствие и другие необходимые товары собирает вся фабрика, которой он владеет. А везут ее добровольцы из числа сотрудников. Екатерина Кочкина побывала на фабрике и встретилась с чешским филантропом.
Мешки с теплой одеждой, одеялами и продуктами питания передаются по цепочке. Детский хор провожает в путь 5 грузовиков. Яблони над Орлицей – маленький городок на северо-востоке Чехии. С виду он ничем не отличается от десятков других таких городков, которые растянулись вдоль польской границы. Однако есть одно важное отличие. Именно отсюда уже дважды выходили гуманитарные конвои на восток Украины. И сейчас здесь собирают гуманитарную помощь для 3-го конвоя. Идея отправить гуманитарную помощь в Донбасс пришла в голову чешскому предпринимателю Квида Штепанику после того, как он увидел по телевизору скандальные отправки гуманитарных конвоев из России. Квида решил помочь жителям разрушенных украинских городов делом, не привлекая к себе лишнего внимания. В каждый конвой мы грузим примерно 115-120 тонн. В первом конвое в основном был кровельный материал и теплая одежда. А во втором мука около 75 тонн, 20 тонн одежды и продукты длительного хранения, которые собрали обычные люди. Квида уже много лет занимается благотворительностью, помогает больницам и детям-инвалидам. Когда он впервые вызвался помочь жителям Донбасса, международные организации предложили ему перечислить деньги. Однако Квида считает, что миссия конвоя не просто доставка грузов. На мой взгляд, конвои, помимо всех материальных благ, несут и душевный посыл. Люди, для которых конвой предназначен, чувствуют, что он к ним приближается. Его освещают в прессе, каждый день следят за его продвижением. Люди чувствуют его психологическую силу. К отправке конвоев с энтузиазмом подключились все сотрудники фабрики, принадлежащей Квида. А жители городка продолжают приносить вещи для пострадавших от войны. Никто не остается равнодушным. Каждый год езжу в Украину. Сейчас очень больно, потому что никто не знает, за что эта война и почему. А сейчас вообще ничего не понимаю. Квида и сам очень хотел отправиться в Украину вместе с грузовиками, но не мог надолго оставить свою фабрику. Предприятие производит бытовую технику и запчасти для автомобилей и требует круглосуточного присутствия бизнесмена. Вместо него в опасное путешествие отправились 5 добровольцев из числа сотрудников Квида. В пути проблем не возникло. Правда, начиная от Харькова, дорога вся была разбита танками. А когда мы приехали в Славянск на 3 дня, мы ездили по ближайшим деревням. Координаторы нам показали окрестности. Там все разбито. Люди живут в подвалах и не знают, идет ли еще война или нет. Я сижу в одном из 5 грузовиков, которые еще совсем недавно вернулись в составе гуманитарного конвоя с востока Украины, из Славянска. Вот сейчас тому грузовику накачивают шины, и уже скоро он будет готов поехать 3-й раз на восток Украины, чтобы привезти людям гуманитарную помощь. Екатерина Кочкина, Дарья Кудрявцева, Кристина Закурдаева. Настоящее время. Со дня убийства Бориса Немцова прошло 40 дней. О том, как москвичи вспоминали политика, расскажет Александр. Спасибо, Шахида. Множество москвичей сегодня, на 40-й день с момента убийства Бориса Немцова, пришли на Москворецкий мост, принесли цветы и свечи. Ровно в 11 часов по московскому времени стартовала минута немолчания. В этот момент зазвучали сигналы автомобилей в память Немцова. Акция по призыву лидеров оппозиции проходит по всей стране. А на Московском мосту собрались политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, Алексей Навальный, Владимир Рыжков и многие другие. Собирались подписи под обращением к властям с просьбой придать этому месту особый статус. Вот что сказал Илья Яшин. Вот завтра уже планируем направить письмо от имени лидеров демократических партий. Кроме того, насколько мне известно, готовится письмо от московской общественности. Кроме того, собрано несколько тысяч подписей в интернете. И мы надеемся, что московские власти отнесутся с пониманием и с уважением к той скорби, которую испытывают сотни москвичей и жителей других российских городов. Сегодня Государственная Дума на пленарном заседании сняла парламентскую неприкосновенность депутата Ильи Пономарева и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Соответствующее представление Генпрокуратуры поддержали представители всех фракций. Илья Пономарев в 2013 году вышел из партии «Справедливая Россия», однако остается членом этой фракции в Госдуме. Он был единственным депутатом Нижней палаты российского парламента, проголосовавшим против закона о принятии Крыма в состав России. Спикер Госдумы
Госдумы Нарышкин ранее заявлял, что запрос Генпрокуратуры связан с растратой в фонде Сколково. А глава фонда Сколково Виктор Вексельберг объяснял, что иск Пономареву был подан после его отказа отчитаться о проведении лекций, за которые он по контракту с фондом получил 750 тысяч долларов. Это то, что сообщает российская пресса. А теперь мнение депутата Ильи Пономарева, который находится сейчас в США и с которым мы связались по скайпу. Ну, конечно, причина на самом деле чисто политическая. Очень неприятно, когда люди типа Вексельберга говорят про отказ отчитываться. Могу показать его собственную подпись на акте приемки передачи по всем этим работам. Все, кто был в теме, прекрасно знают, что все, что надо было сделать, было сделано. И все точно так же знают, что те деньги, про которые идет речь, это не гонорар мне, не заработная плата, это деньги, которые предназначались на расходы и в результате которых в Сколково пришли иностранные ученые, остались в стороне российские предприниматели, благодаря которому, собственно, этот проект в значительной степени и начал существовать. Но Бог им, как говорится, судья. Сейчас мы говорим про политику. Все эти разговоры начались после протестов 2011-2012 года. Ну а то, что они возобновились сейчас, это говорит о ужесточении политической ситуации в стране и о последствиях моего голосования по Крыму. Иммигрантом я становиться не собираюсь. Я новосибирский депутат, представляю интересы жителей Новосибирского. И вне зависимости от наличия, отсутствия корочек, наличия, отсутствия уголовных дел, присутствия или отсутствия в стране, я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы оправдать доверие моих земляков, которые за меня голосовали. В Вашингтоне нередко можно услышать следующую установку. Санкции Запада должны создать реальный дискомфорт для ближайшего окружения российского президента, так сказать, нового политбюро. Тогда политическая элита России заставит Владимира Путина переориентировать внешнюю и внутреннюю политику страны на западные ценности и демократизацию. Недавний визит в столицу США российских политологов не дал ответа, так ли это. Скорее заставил американцев призадуматься. Материал Вадима Оленичева. Политологам США было интересно услышать рассуждения их российского коллеги Евгения Минченко о нынешнем балансе сил в высшем руководстве Кремля. Встреча в Вашингтонском центре глобальных интересов обещала быть познавательной. В начале своего выступления гость из России отметил, что биполярной системы кремлевской власти, которая существовала в годы президентства Дмитрия Медведева, более не существует. Сегодня, пояснил Минченко, Владимир Путин единолично контролирует силовиков, внешнюю политику и распределение государственных ресурсов. Как уточнил российский политолог, для достижения своих целей президент РФ использует неформальную сеть, а по сути дела свое окружение, своего рода новое политбюро. К ней относятся, по словам выступавшего, такие влиятельные фигуры, как министр обороны Сергей Шойгу, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, шеф Роснефти Игорь Сечин и небольшая группа крупных бизнесменов. Мы попытались составить подобного рода картину относительно Российской Федерации, кто наиболее влиятельные фигуры, какие у них интересы, как они взаимодействуют между собой. И мне кажется, это важно и для российской аудитории, для того, чтобы понимать систему принятия решений. Особенность этой, как отметил Минченко, ненаучной модели в том, что, будучи неповоротливой и старомодной, она вместе с тем очень стабильна, что и требуется Путину. Однако дальнейшие ремарки оратора вызвали у аудитории некоторое недоумение. Так, согласно утверждениям Минченко, президент Путин, безусловно, хочет, чтобы страна двигалась к демократии, но только чтобы происходило это не очень быстро. Более того, гость из Москвы заявил даже, что у Путина вовсе не было намерения атаковать Украину. Однако, как выразился Минченко, к сожалению, украинское правительство не хочет забирать Крым обратно. Итог встречи в университете Хопкинса лаконично резюмировал один из гостей, сказавший следующее. «Спасибо за то, что сегодняшняя презентация помогла мне понять смысл недавнего высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что господин Путин живет в другом измерении». Любопытно и то, что политическую систему путинской России Минченко охарактеризовал как полуавторитарный режим с некоторыми элементами демократии. По-видимому, термин «полуавторитарный» как раз и означает наличие вокруг лидера влиятельной элиты. Вопрос в другом. При каких условиях подобный режим мутирует в полностью авторитарный? Но об этом речь на конференции не заходила. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время. Вашингтон.
Фраза, вошедшая в историю, признание Джорджа Буша-младшего. Я пристально заглянул в глаза российского президента, заглянул ему в душу и решил, что этому человеку можно верить. Бывший советник Буша Томас Грэм, ныне директор консалтинговой компании Kissinger Associates, полагает, что в отношении двух стран теперь не может быть возврата к тому, что называлось перезагрузкой. Американский политолог согласен с заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, подчеркнувшего в интервью агентству Bloomberg, что установить и мир, и стабильность в Украине невозможно без участия США. Томас Грэм дал интервью нашему нью-йоркскому корреспонденту Михаилу Гудкину. В интервью в программе «Настоящее время» Томас Грэм сказал, что ему ничего не известно о контактах официальных представителей США с президентом Беларуси Александром Лукашенко относительно урегулирования в Украине. Однако с мыслью о том, что мир и стабильность в Украине невозможно будет установить без участия США, Грэм согласился. Просто потому, что это сказал президент Лукашенко, еще не значит, что это неправильно. Я думаю, он абсолютно прав. Не будет решения украинского конфликта без более активного участия США. Это вопрос, решение которого мы не можем оставить в руках европейцев, потому что это не только европейская проблема. Я думаю, президент Путин хочет обсуждать эти вопросы, но он не может делать это с канцлером Германии или с президентом Франции. Учитывая баланс сил в мире, в конечном итоге эти вопросы должны обсуждаться с президентом Соединенных Штатов. Однако Томас Грэм считает, что такой диалог между Россией и США в ближайшем будущем вряд ли возможен. Кремль понимает, что ему нужны прямые контакты с Белым домом, однако Кремль не проявит инициативу в установлении таких контактов, как бы это ни было важно с точки зрения российских интересов. В Москве считают, что не они начали этот конфликт, и поэтому первый шаг должен быть со стороны США. Но в Вашингтоне не настроены делать первые шаги в сторону Москвы. Украина — это один из вопросов внешней политики США. Но если вы посмотрите на повестку дня президента и других политических лидеров в Вашингтоне, Украина не стоит там на первом месте. Исламское государство, Иран, политическое устройство на Ближнем Востоке — вот главные вопросы. По мнению Томаса Грэма, в отношениях России и США началась новая эра, и возврата к прошлому быть не может. Мне трудно представить, что США предпримут какие-либо драматические шаги для улучшения отношений с Россией. Мы не увидим больше президента США, который будет говорить о стратегическом альянсе с Россией, как это делал Билл Клинтон, или о качественно новых отношениях с Россией, как говорил Джордж Буш-младший. И уж точно мы не будем говорить о перезагрузке, учитывая ее историю. Будет найден какой-то новый термин для наших отношений. На мой взгляд, если наша политика просто будет основываться на более или менее традиционных отношениях между великими державами, это уже будет шаг вперед. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. «Настоящее время» из Нью-Йорка. В Бостоне завершилась первая часть процесса по делу о теракте во время спортивного марафона в апреле 2013 года. Адвокаты Джохара Царнаева и представители обвинения выступили с заключительными заявлениями. Теперь присяжным предстоит прийти к заключению. Младшему из братьев Царнаевых, обвиняемому в убийстве 4 человек, применении оружия массового поражения, всего 30 обвинений, грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В одном из нью-йоркских парков среди ночи неожиданно появился памятник Эдварду Сноудену. Метровый бюст разоблачителя секретных программ американских спецслужб, получившему убежище в России, установила группа скульпторов, почитателей Сноудена. Активисты водрузили бюст на одну из колонн мемориала, посвященного войне за независимость США. Полиция быстро демонтировала памятник. Сейчас он находится в одном из полицейских участков Бруклина. Ведется расследование. Передаем слово коллегам в Праге. Малая народность Водь проживает на территории Карелии. Шахида. Спасибо, Александр. Российские власти уже неоднократно заявляли о росте сепаратистских настроений на окраинах страны. Так, председатель Совета Безопасности Николай Патрушев уверен в активизации реваншистских организаций Северной Европы, которые якобы усиливают свое влияние через российские неправительственные организации. Примеры сепаратизма на севере России искал наш корреспондент Андрей Королев.
История народа в Водь – нескончаемая летопись выживания, война, нацистские лагеря в соседней Эстонии, сталинские репрессии. Из нескольких тысяч многодетных семей остались всего около 70 человек, теперь проживающих в селе Лужицы Ленинградской области. 74-летняя Антонина Черная листает старый альбом с фотографиями родителей, сгинувших в ГУЛАГе. Когда деда арестовывали, в 5 утра воронок этот приехал, все, что было связано с дедом, тут же кидали в печку. Печка вот так же русская топилась. Когда бабушка делала просто могилку уже потом, то у нас даже фотографий не было дедовских. Сегодня Водь вновь борются за жизнь. Несколько десятков лужицких подворий могут пустить под нож. Власти захватывают землю под строительство административно-гостиничного комплекса. То есть вот 20 метров. Переходи, строй не хочу. И как бы непонятно, зачем лезть в деревню, зачем людей вот так вот, чтобы люди нервничали. Люди пишут петиции президенту, а местные власти обвиняют их в сепаратизме. Все, кто сеет смуту, говорят они, долго не проживут. В соседней с Ленинградской областью Карелии свой национальный вопрос. Исторически заселявшие эту территорию карелы и финны не претендуют на землю, но отстаивают малое, родной язык. В последние годы власти взялись за русификацию республики. Финский, карельский, вепский языки вычеркиваются из обихода. У нас есть республика, а республика по Конституции – это государство в составе Российской Федерации. А получается, мы хуже области. Драматический театр Карелии, называемый обычно финским театром, сократил репертуар на финском языке почти наполовину. Актеры те же, язык русский. Те люди, которые здесь работают, это в основном карелы. И несколько осталось людей, у которых финские корни тоже. В Петрозаводске сокращается вещание телеканала «Карелия» на национальном языке, а любые намеки на идентичность расцениваются как сепаратистские. Парадокс состоит в том, что люди, которые требуют нормального федерализма, их почему-то начинают называть сепаратистами. Вадим Штепа, отстаивающий самостоятельность карельского языка, находится на крючке у ФСБ, но покидать республику не собирается. 6-летняя внучка вожанки Антонины Черной читает стихи на родном наречии и о будущем пока не задумывается. Андрей Королев, в настоящее время, Ленинградская область, Карелия, Москва. В эти дни белорусский свободный театр празднует десятилетие. В своей стране он подвергается гонениям со стороны властей. И теперь режиссер вынужден дистанционно руководить актерами, находясь в Лондоне. О том, как живет свободный театр сейчас, рассказывает мой коллега Сергей Дорофеев. Все, что несет смысл свободы в Беларуси, сегодня вынуждено уходить в подполье. Так и свободный театр. Сначала его клеймили, мол, не искусство это, звучало слово «политиканы». Позже говорили, от политики театр далек. Яна названа у гонор одноименной раки, ракиня Мига, на якой был заснованный Менск. Бренд «Свободный театр» появляется в 2005-м. Создали его журналист и автор Николай Халезин со своей супругой Натальей Калидой. До конца 2010-го они живут в Минске, но все меняется в день президентских выборов, когда белорусы выходят протестовать на площадь. Это было 19 декабря. В тот день все наши друзья оказались в тюрьме. Некоторые из них до сих пор там. И в тот момент мы были вывезены, если так можно сказать, из страны ночью с 31 декабря на 1 января. После 6 месяцев поездок по всему миру мы остановились в Лондоне после того, как наши друзья нам сказали, что на нас существуют уголовные дела и возвращаться в Беларусь невозможно. Вот так из Лондона Николай, Наталья и их друг Владимир руководят труппой в Минске. Этот формат, конечно, лишает возможности чувствовать, как говорят в театре, дыхание актеров, но вызывает восхищение коллег за мужество и верность принципам. В разное время театр заручался поддержкой людей с мировыми именами, таких как Вацлав Гавел и Том Стоппарт. Все нынешние трудности Николай Халезин считает временными, мечтает вернуться на родину и работать, ставить спектакли и учить молодых. Привлечь и международную помощь, и приложить свои усилия, чтобы открыть в Беларуси большой театр и открыть некую образовательную структуру, которая бы занималась образованием актеров. «Правда и любовь должны победить ложь и ненависть», любил повторять Вацлав Гавел, первый президент Чехии, а в прошлом драматург. Николай Халезин и Наталья Калида продолжают писать свою пьесу, где главная роль по-прежнему отдана свободе и ответственности. Сергей Дорофеев, «Настоящее время».
Кыргызский пенсионер Таалай Боронбаев решил самостоятельно построить в родном селе монумент в память о Великой Отечественной войне. До сих пор такого памятника там не было. Как сообщают российские СМИ, чтобы собрать деньги на монумент, Боронбаев продал свою корову. Рассказывает Алина Реплина. Село Курумду стоит на берегу Иссык-Куля, самого большого озера Киргизии, в окружении живописных гор. Им-то и обязано оно своим названием. Карум в переводе с киргизского значит камень. И вот теперь, помимо обычных в этих мест гранита, в Курумду можно увидеть и мрамор. 3 мраморных плиты с изображением советского солдата и именами участвовавших в войне односельчан установил во дворе местной школы за свой счет Таалай Боронбаев. Данная пушка участвовала в войне. И этот памятник мы будущим поколениям, чтобы не было войны. Пенсионер говорит, памятник он задумал поставить еще давно. За дело взялись всей семьей. Брат разработал дизайн монумента, Таалай взял на себя расходы. Как пишут российские издания, для того, чтобы выручить денег, сельчанин продал корову. Еще одну он забил к церемонии открытия, чтобы угостить местных жителей и ветеранов. Много погибли на фронте, их фамилии есть. Всего, как рассказывают в деревне, на фронт ушли 119 жителей. 79 из них не вернулись. В числе воевавших был и отец создателей памятника. Сыновья увековечили в мраморе и его имя. Ну а сейчас я передаю слово Александру, у которого темы о здоровье. Спасибо, Шахида. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Он отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Накануне в Белом доме прошел традиционный пасхальный праздник для детей. Первая леди Америки Мишель Обама с первого дня своего нахождения в Белом доме неустанно пропагандирует среди американцев от мала до велика активный, спортивный образ жизни и здоровое питание. Девиз праздника «Дай мне 5». Почему он именно такой? Ответ в репортаже Ануши Витисян. Вот уже 137 лет в Белом доме каждый год проходят пасхальные празднества для детей. Так было и на этот раз. По традиции дети собрались на Южной лужайке и катали пасхальные яйца. Сегодня это самое популярное событие в Белом доме. На Южной лужайке в этом году собрались более 35 тысяч человек. Попасть на этот праздник можно только выиграв билет в специальной лотереи. По словам организаторов, в этом году познакомиться с пасхальным кроликом пришли дети из 50 штатов. Выйдя на балкон Белого дома в сопровождении пасхального кролика, Барак Обама признался гостям, что это самое любимое событие его президентских будней. В этом году катание пасхальных яиц прошло под девизом «Дай 5». Мишель Обама отмечает 5-летие своей инициативы по занятию фитнесом и поддержанию здорового образа жизни «Давайте двигаться». Первая леди призвала всех участников праздника придумать для себя 5 способов, как придерживаться здорового образа жизни. Так Мишель Обама борется с проблемой детского ожирения в Соединенных Штатах. Подумайте о 5 видах новых упражнений, например, Jumping Jack. Добавьте в рацион 5 овощей, которые раньше вы не пробовали. Или покажите 5 танцевальных движений, которые вы считаете эффективными. Сейчас я буду танцевать вон там на площадке. Подходите. И пока Барак Обама играл с детьми в теннис, затем в баскетбол, а после читал им книжку, первая леди танцевала в окружении многотысячной толпы, показывая на собственном примере, что такое подвижный образ жизни. И, конечно, классика жанра – катание пасхальных яиц. Десятки тысяч сваренных вкрутую яиц заготовили для конкурса организаторы. Цвета пасхальных яиц специально выбираются каждый год. На яйцах бледно-синего, оранжевого, темно-лилового и зеленого цветов штампованные подписи президента и первой леди. Дизайн на пасхальных яйцах придумывали ученики начальных и средних школ США. Он должен был соответствовать девизу пасхального праздника этого года «Дай 5». Ведь именно школьники обязаны первой леди США за новое меню в их школах. Больше овощей, фруктов и меньше вредной еды. Итак, Южная лужайка превратилась в арену для десятка звезд спорта, персонажей из детских фильмов и телевизионных ток-шоу. А маленькие американцы продолжают тем временем столетнюю традицию, усердно катая поварешками пасхальные яйца. Ануша Витисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон.
Сегодня любители джаза во всем мире отмечают столетие со дня рождения Билли Холидей. Леди Дэй, так называли певицу поклонники, выступала с лучшими оркестрами мира – Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Бенни Гудмана. Последние годы ее жизни были омрачены пристрастием к наркотикам и тем, что она находилась под надзором полиции. Билли Холидей умерла в Нью-Йорке, ей было всего 44 года. На этом программа подошла к концу. Я, Александр Панов, прощаюсь с вами. Передаю слово Праге. Шахида. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.